Послушайте слова Аллаха. Послушайте слова Аллаха Всемогущего. Аллах Всемогущий обращается к Мухаммаду. Он обращается к Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует. И он говорит Мухаммаду: слушайтесь в речь. Это были люди, которые вышли и показали. Они показали, что они верят в Аллаха. Показали свою преданность. Однако Аллах обращается к этим людям именно с такой речью. Клянусь Аллахом, это самый жесткий аят из Корана. Это один из самых жестких аятов Корана. Аллах Всемогущий обращается к Мухаммаду. Он сказал ему: «Куль». Он сказал ему: «О, Мухаммад, скажи». Сказать кому? Скажи сподвижникам. Скажи Абу Бакру, Умару. Скажи этим мужчинам. Аллах обращается к величайшим людям, которые когда-либо ходили по земле. Обращается к величайшим людям, которые когда-либо ходили по земле. Он сказал ему: скажи, о Мухаммад, скажи этим людям, которые были величайшими. Скажи этим людям, которые были величайшими людьми, когда-либо ходившими по земле. Люди, которые отдали свои жизни Аллаху. Он сказал: передай им, если их отцы, их братья, их матеря, их жены, их дети, их семья, приобретенное ими имущество, их деньги, жилища, которые они облюбовали. Если хоть что-то из этих вещей, о Мухаммад, скажи им, если хоть что-то из этих вещей более любимей для них, если хоть что-то из этих вещей будет любимей для них, чем Аллах и Его посланник и сражение на Его пути, то скажи им, пусть ждут, пока наказание Аллаха не постигнет их. Это речь Аллаха к величайшим людям, когда-либо ходившим по земле. А какая речь Аллаха ко мне и к вам? Какая речь Аллаха ко мне и к вам, о мои братья? Это были мужчины, чьи жены были вдовами. Их дети были сиротами. Их дети были сиротами. Они были сиротами, их отцы уходили и не возвращались. Один из них, когда они покинули Мекку и отправились в Медину, отец и сын, и это все. Его отец – это все, что он имел, это все, что у него было. Когда раздался призыв на джихад, он оставил своего сына и отправился на джихад. Представьте, все, что я имею, это мой ребенок. Ни матери, ни отца, ни дядь, ничего. Просто ты и твой мальчик. Ты оставляешь своего ребенка в Медине и уходишь на джихад. Люди скажут: брат, это же не религия, брат, это же не ислам. Он оставил своего сына, отправился на джихад и не вернулся. Не вернулся. Маленький мальчик, ждавший, когда возвратится армия. Увидев армию, он побежал к Мухаммаду, мир ему и благословение. Он сказал ему: где мой отец? Где мой отец? Мухаммад не посмотрел ему в глаза и отворачивался. Он бегал вокруг лошади и кричал: о пророк, где мой отец? Мухаммад отворачивался. Маленький мальчик, сирота. Маленький мальчик, сирота. Мухаммад слез со своей лошади и сказал, что если я скажу тебе, что Мухаммад твой отец и Аиша твоя мать, что если я скажу тебе, он был сиротой? Скажи им, о Мухаммад, если их семья, их имущество, их дела будут более любимей для них, чем Аллах и Его посланник и сражение на пути Аллаха, то скажи им, пусть ждут, и это не запугивание. Это несомненно так будет. Скажи им, что наказание постигнет их. И как заканчивается аят? Аллах не наставляет на прямой путь нечестивых людей. Мы спрашиваем: брат, что происходит? Почему я не чувствую? Ты оставляешь свою жену на 2 недели, отправившись в 5-дневную поездку, и ты думаешь, что Аллах что-то должен тебе? Ты думаешь, что Аллах что-то должен тебе? Братья мои, что мы сделали для ислама? Я по соседству живу с кем-то, иногда и по 20 лет. Я разве рассказал им об Аллахе? Рассказал им о Мухаммаде? Я разве рассказал? Что мы сделали для ислама? Эти мужчины шли и умирали, чтобы ислам достиг берегов Ливана, и Сирии, Пакистана, Индии и всех этих мест. Чтобы вы и я с гордостью говорили: нет Бога, кроме Аллаха. А что мы сделали? Если бы сподвижники относились к делу распространения ислама, как мы к нему относимся, ислам никогда бы не покинул пределов Мекки и Медины. Никогда. Тогда мусульмане и сподвижники просто бы управляли, имели бы хорошие дома, хороший бизнес. Вот и все. И все на этом. Мне не надо ничего делать. Но нет, они отдавали свои жизни. Они отдавали жизни Аллаху. Когда звучал призыв на джихад,
и их жены гордились ими. Если ее муж даже задумывался, даже задумается обратиться вспять, то это было унижением для нее. Как-то один из сподвижников был очень старым человеком, с хромой ногой. Старый человек, он был хромым. И трое его сыновей были молодыми, здоровыми парнями. Наступило время джихада. Сыновья сказали отцу: «Клянемся Аллахом, у тебя есть оправдание, тебе не надо выходить, а мы пойдем сражаться». Отец сказал: «Но я действительно хочу выйти». Сыновья сказали: «Ты хромаешь и стар». Отец настаивал: «Но я действительно хочу выйти». Он отправился к Мухаммаду, мир ему и благословение. Мухаммад, мир ему и благословение, сказал ему: «Тебе не надо выходить, у тебя есть оправдание». Он действительно хотел выйти, но Мухаммад, мир ему и благословение, сказал ему: «Прекрати спрашивать». Он взял оправдание и вернулся домой. Он вошел в дом, и жена его спросила: «Что ты тут делаешь?» Он сказал: «Я хотел выйти, но Мухаммад, мир ему и благословение, сказал, что у меня есть оправдание». Она сказала ему: «Ты что, испугался сражаться?» «О, альхамдулилля, Аллах даровал мне хромую ногу, и Он все видит». Она сказала ему: «Что с тобой? Ты испугался сражаться? Ты что, трус?» Это были наши матеря. Это были наши матеря. Она сказала ему: «Ты что, струсил?» Он схватил свое оружие и выбежал. Схватил свой меч и выбежал. Он пришел к Мухаммаду и сказал ему: «Я собираюсь присоединиться к армии». Пророк сказал ему: «Разве я не запретил тебе выходить?» Он сказал ему: «О пророк Аллаха, я хочу войти в рай со своей хромой ногой. Не отказывай мне в чести». Он пошел, сражался и погиб. С хромой ногой. Такими были наши отцы. Это были мужчины. Аллах доволен ими, и они довольны Аллахом. Это наши светочи. Это наши примеры. Такой жизнью мы должны жить.